Дело к концу июня. По свидетельствам очевидцев, на Иссык-Куле отдыхающих мало. Впрочем, тот общепризнанный факт, что сезон на нашей жемчужине всего 2 месяца, объясняется температурным режимом, который достигает требуемой отметки как раз ближе к июлю. Поэтому все впереди. Но сказать, что до тех пор, с конца зимы, туристическое дело встало, как выясняется, можно едва ли. Когда лыжи и сноуборды уже убраны в кладовке, а залезать в озеро рискнет не каждый, на передовую выходит кумысолечение. Люди не хотят ждать лета, допустим, да, уже приезжают к нам. Здесь также можно прекрасно отдохнуть. Свежий воздух, горный воздух, допустим, да. Здесь уже приезжают на кумысолечение, чтобы вот именно оздоровиться уже полностью, попить молочко. С мая месяца по сегодняшний день почти у нас все забито, да. Вот сегодня только, по сегодняшний день немножечко только гостей чуть меньше стало, но а так май-июнь у нас полностью было забито. Май-июнь – как раз период разнотравья в горах, потому кобылье молоко обладает наиболее целебными свойствами. Бектурганов Нурлан вот уже 4 года работает в этом месте дойщиком. Если доят лошадок в привычном для них месте родные руки, они на молоко не скупятся. А неподалеку в беседке уже готовят кружки. На скамейках сидят те, кто пьет его по расписанию. 5 раз в день с 8 утра через каждые 2 часа. Ну, я врач по образованию. Там, наукой занимаюсь. И я хочу посмотреть, все говорят, что кумыс полезный, я на себе хочу испробовать. Кумыс-терапия говорят, что полезно. Ну, по описанию, по всему. Умар из Москвы в Кыргызстан приехал уже в 3-й раз. На кумысолечении впервые. Говорит, что всем доволен. Цена лично его устраивает. Но если объективности ради, признается, что дороже, чем в аналогичного вида резортах в России. Цены здесь, я считаю, что для Киргизии, вот, ну, для москвичей цены там, ну, с меня взяли 4000 рублей, да, получается. Ну, полагаю, что за такой сервис это высоковата цена, полагаю. Хотя мне как бы все равно, но так вот, если меня спрашивают, я считаю, что высоковато. За своей порцией молока, а также кружечкой для супруги пришел и Алексей. Он, как и большинство клиентов, узнал о кумысолечении по сарафанному радио. Реклама как в интернете, так и на зарубежных каналах, как показывает практика, особой пользы не дает. У меня друзья, которые живут в Москве, они сейчас переехали из Бишкека. И они мне рассказывали про то, что здесь можно поправить здоровье, пить кумыс, молоко. И мы с ними запланировали эту поездку заранее. То есть мы с женой приехали 1-й раз, в следующем году, я думаю, еще раз приедем, но уже с детьми. Сейчас это разведка такая. 1-й раз в Кыргызстан, 1-й раз кумысолечение, нам понравилось. То, как устроен этот отдых, Алексей считает правильным. Тишина да покой. Шоу – это в Москве. А здесь горы, природа, кобылье молоко, саамал. Да-да, Алексей уже в легкую объяснит, в чем разница между этими напитками. Посещение Иссык-Куля у них тоже в планах. По данным туроператоров, в этом году ожидается снижение цен процентов на 30, преимущественно в частном секторе. С 700 тысяч сомов до 400-600 с человека, в зависимости от инфраструктуры гостевого дома. Скинуть цены на 3-4 тысячи готовы и те, что сдают целиком коттеджи. Чем они будут пустовать из-за дороговизны, лучше меньше, чем ничего. Прошлогодний неудачный сезон из-за ремонта дороги и плохой погоды навел предпринимателей на мысль о необходимости быть доступнее. Елена Яковлева, Бакыт Кошалиев, НТС.